По-настоящему историческое для Уфы и республики событие. Начатый более 30 лет назад инфраструктурный проект воплотили в жизнь. Движение по восточному выезду от проспекта Салавата Юлаева и до федеральной трассы М5 запущено. В торжественной церемонии открытия объекта принимал участие глава Башкортостана. Одними из первых по тоннелю и скоростной трассе проехала и наша съемочная группа. Репортаж Руслана Батыргариева. Многотонные грузовики и брендированные автобусы с логотипами «Терра Башкирия» получают право первыми проехать по тоннелю восточного выезда. Сначала 1 километр 223 метра под землей, далее по мостовому переходу с эстакадой через реку Уфу. Еще 10 километров пути по скоростной дороге автолюбители оказываются на федеральной трассе М5. Для нас всех это особенный день. Мы сегодня с вами даем запуск транспорту на одном из самых долгих объектов, которые мы всей республикой строили. Это один из самых дорогих инфраструктурных объектов за последние десятилетия. Это не просто масштабное, а по-настоящему грандиозное для республики событие, ведь начинали инфраструктурный проект еще в 1992 году с прокладки автодорожного тоннеля. Но позже работы были заморожены, всерьез за стройку взялись уже в 2019-м. Тогда правительство региона и башкирская концессионная компания заключили дополнительное соглашение о финансировании нового выезда из Уфы на федеральную трассу М5. Это самый крупный инфраструктурный проект на территории Приволжского федерального округа. Поэтому, конечно, это большая радость и большая гордость за то, что мы сумели это сделать. Не только крупный, но и дорогостоящий проект строительства восточного выезда обошлось в 40,3 миллиарда рублей. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин по видеосвязи поздравил руководство и жителей республики со вводом в эксплуатацию уникального объекта, который построили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, благодаря системной работе правительства вместе с регионом, нам наконец-то удалось этот многолетний долгострой, это решение реализовать в жизнь. Благодаря новой дороге из Уфы на федеральную трассу М5 можно будет доехать примерно за 10 минут. Расчетная скорость движения автотранспорта 120 км в час. В тоннеле же 80 км в час. Проезд по восточному выезду будет платным. Пункт взимания оплаты расположен примерно посередине восточного выезда. Это порядка 7 километров как от Уфы, так и от федеральной трассы М5. В каждом из направлений по 5 полос для взимания оплаты. Оплату можно будет произвести как безналичным расчетом, так и наличными. Некоторые полосы оборудованы автоматическими аппаратами взимания оплаты. В будущем планируется ввести расчет транспондером. Транспондер – это устройство, которое позволяет оплачивать дорогу, не выходя из машины. У вас на лобовом стекле приклеен транспондер, ну и, соответственно, у него есть счет, на который укладывается денежка, и оплачивается дорога. С тем, как работает пункт взимания платы и сама диспетчерская центра управления дорогой, ознакомился и Ради Хабиров. Отвечая на вопросы журналистов, глава республики отметил, что восточный выезд создаст дополнительный комфорт для Уфы и жителей республики. Но на этом работы не остановятся, подчеркнул руководитель региона. Важно понимать, что это не завершение работы. Мы сейчас, получается, М5 соединили с проспектом Салавата Юлаева, что уже хорошо. То есть можно отсюда сразу напрямую заезжать на проспект Салавата Юлаева, выезжать. Но идея более дальше идет, и мы уже этим занимаемся, проектируем, снос осуществляем, соединить уже эту дорогу с улицей Галли и выйти сразу на трассу М7. Представляете, то есть можно с М5 заехать и выйти через буквально там какие-то десятки минут, выйти сразу на М7. Эта дорога даст новый толчок развитию строительства Зауфимья, сказал глава республики, обозначив при этом градостроительный потенциал в 5-6 миллионов квадратных метров жилья. В любом случае, автомобильная дорога – это не ради автомобильной дороги. И не только ради пользователей, нас с вами, как пользователей автомобильных дорог. Это очередной виток формирования доступной и комфортной среды, как говорит наш президент. Ту задачу, которую он перед нами поставил, перед нами всеми, и мы, как дорожники, ее реализуем на сегодняшний день. И это развитие прилегающих территорий. Пока восточный выезд будет работать в тестовом режиме, с 1 апреля проезд станет платным, 20 рублей ночью и 100 рублей днем для легкового транспорта. Руслан Батыргариев, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Новости Уфа.